Индивид – это единичный представитель человеческого рода. То есть каждый человек. Индивидом можно назвать абсолютно каждого человека. Перед нами семья, и каждый из представителей этой семьи является индивидом. Что такое индивидуальность? Индивидуальность – это качество человека. Например, внешняя индивидуальность – это вес, рост, цвет глаз, цвет и длина волос, а также все остальные видимые признаки. Издалека увидеть индивидуальность человека мы можем даже по его походке. Еще индивидуальность – это внутреннее качество человека. Например, характер, внутренний мир, отношение к природе, отношение к другим людям, к обществу, к жизни в целом и так далее. Запомним, индивид – это каждый человек. И обычный человек, и Маугли являются индивидом, потому что обладают внешними качествами и внутренними качествами, индивидуальными. Маугли не может стать личностью. Почему? Потому что личность формируется только в обществе, только среди других, только в социальной среде человек становится личностью. И процесс становления личности постепенный. Чтобы стать личностью, нужно научиться обладать определенными качествами, такими как ответственность, воля, самооценка, разумная деятельность. Кроме того, качество сильной личности – это мужество, способность принять решение, целеустремленность, то есть усилием воли довести то, что задумано, до конца. Сильные личности в истории, к примеру, Александр Невский, Петр I, Юрий Гагарин, ну и, конечно, как же без Владимира Владимировича. Дальше перечислять не буду, придумайте сами. Подведем итог. Индивид – это абсолютно каждый человек. Индивидуальность – это внешнее и внутреннее качество человека. Личностью же человек станет только в обществе, только среди других людей, когда он чему-то научится, чего-то добьется и достигнет каких-то важных социальных результатов. В общем-то, обязательный минимум, который вы должны знать по этой теме, мы уже освоили. Но для того, чтобы закрепить материал, предлагаю прорешать несколько заданий. Первое задание. Никита. Юноша невысокого роста, но крепкого телосложения, от природы смуглый, спокойный, сообразительный. Все это характеризует Никиту как: первое – индивида, второе – личность, третье – друга, четвертое – индивидуальность. Для того, чтобы решить это задание, самое главное – правильно прочитать вопрос. Если мы посмотрим середину задания, то мы увидим индивидуальные качества, перечисленные. И рост, и телосложение, то, что он смуглый, спокойный и сообразительный. Если бы нас спрашивали только о качествах Никиты, то мы бы сказали, что это индивидуальные качества. Но ответ номер 4 выбирать не будем торопиться. Сперва прочитаем последнее предложение. Все это характеризует Никиту как? Нас спрашивают, кто такой Никита. Никита – это человек, а человек является индивидом. Поэтому характеристика Никиты – индивид. Правильный ответ номер 1. Выберем это задание, получим свой балл, переходим к следующему. Леонид занимается в секции фигурного катания, художественной школе, много читает и очень любит играть с младшим братом и сестрой. Обогащая таким образом собственный социальный опыт, Леонид становится. Варианты ответа. Первое – гражданином, второе – личностью, третье – работником, четвертое – индивидом. Давайте внимательно прочитаем само задание и посмотрим, какие ключевые слова помогут нам для его решения. Никита обогащает собственный социальный опыт, то есть опыт общения с другими людьми. Мы с вами знаем, что человек среди других людей становится личностью, тем более, что он, посмотрите, имеет какие-то определенные стремления и занимается в секции и учится в художественной школе. Правильный ответ – вариант номер 2 – личность. Следующее задание. Формирование личности происходит под влиянием. Первое – природных способностей, второе – собственных убеждений, третье – социального окружения и четвертое – природного окружения. Мы уже выяснили, что личностью человек становится только в обществе, а общество – это социальное окружение человека. Социальное, то есть общественное. Правильный ответ – вариант номер 3.
И еще одно задание. Какое понятие традиционно используют для обозначения совокупности приобретаемых на протяжении жизни социально значимых качеств человека? Личность, темперамент, индивид или талант. Итак, социально значимые качества человека – это качество личности. Я думаю, что вы уже это поняли. Спасибо за просмотр. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Говорите, что вам понравилось, а что не понравилось. Ставьте лайк. До новых встреч!